Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Цирк пошел не по сценарию. Одна из слоних приревновала, собственно говоря, дрессировщика к другой слонихе. Почему ссора двух слоних поставила под угрозу жизни сотни зрителей в казанском цирке? Подробности у Натальи Мезиной. Нужно движение. Не выехать мы не можем отсюда днем, не приехать вовремя. Жители казанского поселка Чубакса ждут увеличения автобусных маршрутов. Почему, если общественный транспорт уже ходит, узнавал Рамиль Шайдуллин. Не допустить распространения африканской чумы. Единственный выход, мы считаем, по минимуму куланов мы должны отстрелять. Какая ситуация в республике с птицами и кабанами? Подробнее Вероника Гайнудинова. Большой износ и мало денег. Это крик мэров, хор крика мэров. Как в Казани собираются решать проблему теплоснабжения, узнал Дмитрий Аренин. Прокуратура заявила, казанский цирк закрыт не будет, но надзорный орган сегодня отправился с проверкой на манеж. Чем закончится воскресное происшествие со слонихами? Они накануне устроили драку прямо во время представления. Чудом никто из зрителей не пострадал. Сейчас лучшие слоноведы страны будут изучать происшествие в казанском цирке. Почему животные проявили агрессию и выводить ли больших артисток вновь на арену? Наталья Мезина побывала на месте ЧП. Пугающие кадры мгновенно разлетелись по просторам интернета. Вечер воскресенья. На манеже казанского цирка гвоздь программы – индийские слонихи Дженна и Магда. Однако к такому трюку не были готовы даже дрессировщики. Ты хотела шоу слонов? Вот такого шоу ты нигде не увидишь. На кадрах видно, как слон нападает на своего напарника прямо во время выступления. К разъяренным артисткам в первые минуты боятся подойти даже дрессировщики. Вот этот защитный барьер и всего 1,5 метра ширины. Это все, что разделяло воскресенье слоних от зрителей. Но эту преграду за считанные секунды слониха с легкостью преодолела и направилась в сторону первых рядов. Зрители в панике покинули свои места. К счастью, обошлось без пострадавших. Почему представление пошло не по сценарию и что же произошло между слонихами? Версия конфликта у дрессировщика Сергея Гуляева. С этими животными он уже 23 года лично привез их из польского цирка. У них есть матриархат, да, то есть одна доминирует над второй. То есть это тоже от скукоты. Вторая, возможно, начала, да, там, примерять на себя корону. Дженни, которая большая слониха, она ей не давала это сделать. То есть и пошла вот такая вот у них как перепалка, как собачки, как кошечки, да, домашние. Только что здесь разница в силе, в мощи и в весе. То есть это все для животного, ну, как бы вполне нормально. Но, как оказалось, яблоком раздора стала не только ревность к своему дрессировщику. Подружки слонихи долгое время провели на изоляции в Перми. Как и все цирковые артисты, отвыкли от зрителей, утверждает дрессировщик. Все отрабатывают свою функцию в тот момент, когда все это происходило. Служащие тоже по возможности пытаются остановить то, что происходит. Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин показывает последствия драки слоних. Ущерб в 1 миллион рублей. Ведь представление отменили и 100% вернули деньги зрителям. Сейчас под вопросом и следующее представление. А судьбу тяжеловесных артисток будут решать всей страной. Мы подключаем сейчас к Zoom-конференции всех слоновников, которые готовы поучаствовать и помочь, чем они могут в плане своего опыта. Также ветеринаров опытных, также зоопсихологов. То есть это будет Zoom-конференция, которая будет наша внутренняя, исходя из которой мы будем принимать решение, что нам делать дальше. В любом случае будет принято то или иное решение во имя того, чтобы и зрителю было безопасно, и чтобы по возможности номер не пострадал. Как оказалось, инцидент у слоних не первый в репертуаре. В 1995 году на манеже киевского цирка произошла похожая драка. Проверкой казанского случая прокуратура совместно с инспекторами Россельхознадзора занялась уже сегодня. Самого циркового манежа до непосредственно первого ряда зрителей необходимо минимальное расстояние не менее 1 метра. Да. В настоящий момент мы измерили, расстояние соответствует 1 метру 60 сантиметров. Соответствует ли нормам защитный барьер, а также условия содержания животных? Результаты покажет полная проверка. Пока же о закрытии цирка у прокуратуры речи не идет. Вопрос о приостановке работы цирка не рассматривался. Прокуратуру района с привлечением специалистов профильных будет проведена проверка. В частности, условий содержания животных, а также безопасности граждан
Сейчас Дженна и Магда находятся в Слоновнике вместе. Как говорят дрессировщики, разлучать их нельзя. Уже завтра в прямом эфире официального аккаунта Казанского цирка артистки выйдут на арену, но пока без зрителей. Наталья Мизина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Прокуратура начала расследовать причины пожара в Казанском ГУМе. Накануне днем из-за пригоревшей еды в кафе «По чесноку» загорелась кровля и утеплитель наружной стены торгового центра. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. До прибытия пожарных из торгового комплекса самостоятельно вышли 30 человек. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – несоблюдение технологических требований при использовании мангала. Как сообщает прокуратура, масштабной проверки всех точек общепита города не планируется. По прибытии первого пожарного подразделения шел густой черный дым с кровли здания. В ходе разведки было обнаружено открытое горение отделочного материала на 3-4 этажах здания со стороны двора. Всего к ликвидации пожара привлекалось 57 человек, 17 единиц техники. По факту пожара в одном из кафе в торговом центре ГУМ организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства инцидента и при выявлении нарушений примет меры реагирования. Наши там сразу моментально сотрудники все ликвидировали на месте. Но вентиляция засосала желтышко в горячем цеху. Она засосала, и, видимо, эта искра прошла наверх, и уже от нее начала гореть, тлеть кровля. Нас проверяли в составе ГУМа, то есть торговые комплексы проверяют целиком. То есть это неправильная информация, что нас не проверяли. Деньги есть, но вы подождите. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц Тукаевского района. Причиной расследования стало обращение жителей села Подсолнухи. По их мнению, на строительство дороги к их домам в прошлом году было выделено 50 миллионов рублей. Только вот автомобили в Подсолнухе так и не поехали, деньги не освоены. Почему? И когда появится дорога в поселок Многодетных, разбирался Салават Мухаммадуллин. Зимой грейдер чистил еще, проходил, надо сказать спасибо, отдать должное, да. Но сейчас невыносимо, вот 2 дня как растаяли дороги. Еще пара теплых дней, и даже на внедорожниках сюда будет не проехать, говорят жители села Подсолнухи. Некоторые прокладывают себе путь лопатами. Сейчас чуть-чуть там растает, все там встанут. Это пахота, это совхоз-гигант, это мы у них как бы пока, как зимник был. Мучаемся, вообще дорог нету, туда внутрь зайдешь вообще там застрянешь. Эта история с Подсолнухами тянется уже 9 лет. В 2012-м здесь были выделены участки для многодетных семей. Все в чистом поле. Не дождавшись инфраструктуры, жители подали в суд из-за бездействия на исполком Тукаевского района и выиграли процесс в 2020 году. Только вот дорога до сих пор не появилась. Это все вот здесь, это все обидно, конечно. Столько лет ждать. Уже дети выросли, уже, понимаете? Я порвал гранату, это в ходовой. То есть мне пришлось джип купить старенький, чтобы добираться туда. Я сам инвалид 3-й группы. На дорогу в Подсолнухе в 2020-м республика выделила 50 миллионов рублей. Только по словам местных жителей, изменений они не увидели. Временную дорогу из строительного боя и чернозема здесь демонтировали и начали подготовку к строительству нового полотна. На месте вырыли котлованы. И все. В итоге ни старой, ни новой дороги. Вопрос от жителей. Где деньги? Ответ начали искать в Следственном комитете. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту халатности должностных лиц Тукаевского района, допущенных при организации обеспечения транспортным сообщением жителей поселка Подсолнухи. В настоящий момент изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. В исполкоме района приводят следующие аргументы. В целом, для дороги в Подсолнухах нужны 300 миллионов рублей. 6 миллионов из выделенных 50 были направлены на проектно-изыскательские работы. На 4 миллиона в прошлом году выполнили строительно-монтажные. Остальные 40 миллионов до сих пор не освоены. В связи с длительностью проектно-изыскательских работ, проектных работ, прохождения экспертизы проектно-сметной документации, получения разрешительной документации на выполнение строительно-монтажных работ. У нас эти работы к производству были приняты поздно, поэтому лимит прошлого года мы
подрядная организация освоена не в полном объеме. Обоснованные ли это причины, разбираются следователи. Сейчас в распоряжении исполкома есть 90 миллионов рублей. Республика выделила еще 50. На них до сентября здесь обещают проложить щебеночную дорогу. Работы начнутся 25 марта. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Айпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. Жители казанского поселка Чебокса составили петицию в адрес столичного комитета по транспорту. Они требуют пересмотреть маршрут пригородного автобуса, на котором чебоксинцы ездят в Казань и обратно. 84-й автобус проезжает через поселок всего дважды в день, в 6 утра и 6 вечера. Жители считают этого мало, но это все, на что готов перевозчик. Он ссылается на нерентабельность. Есть ли решение вопроса, ответ искал Рамиль Шайдуллин. Не станет лучше. Одни за, другие против. Так жители поселка Чебокса обсуждают свой 84-й маршрут. Часть ждет на нем появления новых автобусов, другие хотят оставить все как есть. Мы хотим увеличить рейсы автобуса. То есть не то, что увеличить, чтобы он ходил рентабельней. Я считаю, что не важно, в какую сторону едет. Пускай он даже как старый едет, но продлевание. Утром, может быть, там народ будет. Это когда час пик. А когда час пик пройдет, кого он будет возить? Вот этот автобус большой? Воздух возить будет он. Автобус запустили 5 лет назад, после того, как Чебоксу присоединили к Казани. Раньше она входила в состав Высокогорского района, и транспорта отсюда не было. Потом пошел городской автобус, но он один. Единственный путь для въезда в поселок – федеральная трасса М7. Ежедневно красный городской автобус въезжает отсюда вглубь Чебоксы и вечером по тому же маршруту выезжает обратно. Иногда пустой. У жителей сразу два предложения, как можно изменить ситуацию. Одно из них – увеличение автобусов на действующем маршруте, другое – изменение схемы движения. Об этом жители высказались на народном контроле. Мы не можем добраться ни до больницы, ни до аптеки и спокойно доехать до города. Просим с 2017 года изменить маршрут на более рентабельный и удобный. 1,5 часа стоять на морозе, при 30-градусном морозе, стоять и ждать открытия поликлиники 6-часовой. Почему его не было бы, допустим, в 10 часов? Новый маршрут они видят не прямым, как сейчас, а кольцевым, который будет ездить не только в их поселок, а захватывать и другие жилые комплексы. Этот маршрут будет и выгоден, и рентабелен. Выгоден в первую очередь населению и перевозчику в том числе. Это возможно только при содействии исполкома города Казани, потому что автобус должен быть, по нашему мнению, субсидироваться. Другого варианта нет. В исполкоме столицы нам сегодня ответили, что город не планирует менять существующий маршрут. Его схема и график оптимальны и разработаны для жителей поселка и посещения местного кладбища. Пассажиропоток небольшой. Так, 19 марта число перевезенных за день пассажиров было 25 человек, 20-го – 5. Изменение схемы движения маршрута не планируется. Поступившие предложения будут учтены при проведении следующей оптимизации маршрутной сети. Есть и хорошая новость. Исполком сообщил, что к маю в Чебоксу и обратно запустят дополнительный дневной рейс. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. В Татарстане потеплело, и сегодня закрыли переправу по маршруту Покровская-Красный Ключ в Елабужском районе. Инспекторы ГИМС обнаружили разрушение съездов и образование колеи на ледовой трассе через Каму из-за плюсовой температуры. Завтра техническая инспекция проверит еще 3 татарстанские ледовые переправы и примет решение. 9000 кабанов застрелили в республике с начала прошлого года. И все, чтобы не допустить распространения африканской чумы и отрегулировать численность диких животных. По рекомендациям Минприроды России, их количество на территории республики не должно превышать 1500. Напомним, в 3 районах Татарстана были зафиксированы очаги африканской чумы. Новые случаи не выявляли уже месяц. Значит ли это, что вирусу поставлен заслон, расскажет Вероника Гайнудинова. Единственный выход, мы считаем, по минимуму кабанов мы должны отстрелять. В день в республике отстреливают по 30-40 кабанов. Пока это единственный выход для предотвращения африканской чумы. В дикой среде вирус устойчив и быстро распространяется, говорят специалисты. Из каждого отстрелянного кабана специалистами ветеринарной службы отбирается проба, доставляется для лабораторных исследований на
для выделения наличия африканской чумы свиней или нет в республиканскую лабораторию. Последний случай на территории Татарстана в отстрельном кабане, где был выявлен вирус африканской чумы свиней, это в феврале месяце на территории Заянского муниципального района. С декабря прошлого года в Татарстане зафиксировали 6 очагов, 4 в Заинске, по одному в Альметьевском и Елабужском районах. Распространение по республике началось именно с последнего. Там обнаружили более 40 мертвых кабанов. Именно они переносчики вируса. Сейчас в зоне риска еще 3 района – Алексеевский, Тюлячинский и Ютазинский. У нас в республике 500 000 свиней. Это промышленное свиноводство. Основная цель, чтобы вирус туда не попал. Иначе не избежать миллионных убытков. Требования должны соблюдать и промышленные предприятия, и частные подворья. Ветеринары предупреждают, без согласования частникам нельзя завозить ни животных, ни птиц из других регионов. У хозяйств Буинского, Дрожановского, Муслюмовского районов в прошлом году из-за птичьего гриппа убытки по 5 миллионов. У птицефабрики в Залесном 200 миллионов рублей. Сейчас ситуация с птичьим гриппом благополучная, но стоит быть начеку, говорят ветеринары. Скоро возвращаются перелетные птицы. 1 суббота апреля открывается любительская охота весенняя охота на пернатую дичь. И сейчас мы будем инструктировать охотников, которые получают разрешение. В этот период мы проведем еще отбор проб на грипп птиц. Покупать для выращивания птицу скоро начнут и владельцы личных подворий. Им ветеринары советуют приобретать пернатых только в лицензионных местах и при наличии соответствующих документов. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В республике подтверждено 4 случая смерти от ковид в Татарстане. Это мужчины 67 и 74 лет, женщины 82 и 84 лет. За сутки зафиксировано 45 новых случаев ковид. Все контактные. 22 человека госпитализированы, остальные получают лечение на дому, сообщает республиканский штаб. В целом же по стране за сутки зарегистрировано более 9 тысяч новых заболевших. Никаких отгулов и выходных, заявил мэр Челнов Наиль Магдеев. Почему затягивается ремонт инфекционной больницы в Автограде? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем расскажем далее. Большой износ и мало денег. Это крик мэров, хор крика мэров. Как в Казани собираются решать проблему теплоснабжения, узнал Дмитрий Аренин. Необычный подарок? Там насосы все работают. Почему братья-фермеры решили купить пожарную машину, расскажет Радик Фархулин. Казанские власти просят федеральный центр создать всероссийскую программу по модернизации объектов теплоснабжения по аналогии с капитальным ремонтом жилых домов. Об этом сегодня на деловом понедельнике заявил Ильсур Метшин. Как доложили в Казэнерго, сейчас в городе износ тепловых сетей достигает 60%. Своих средств для их замены не хватает. Каким последствиям это приводит и сколько денег на модернизацию удалось изыскать сейчас, узнал Дмитрий Аренин. Это теплотрасса между домами Краснококшайской 172 и Батаршина 22. Здесь в январе этого года произошла авария. На несколько часов без тепла остались 40 жилых домов, а еще 3 детских сада и гимназия. Посмотрели батареи, они были холодные. На Краснококшайской 40-й труба хлопнула с подачей. Утром проснулись от того, что дома холодно, замерзли. Начали проверять батареи, и вот батареи все холодные. Тогда аварию удалось оперативно устранить. Однако детсады и гимназию прогреть не успели, и дети вынуждены были остаться дома. Как говорят казанцы, перебои с теплом случаются регулярно. Бывает, что и тепло, бывает, что и холодно. Батареи, бывает, да? Даже когда были морозы где-то по 26, по 27 градусов, было не так жарко. Очень холодно было. Бывают холодные батареи. Но это в связи с чем? Где-то авария произошла, перекрывает. Вот в квартире маленькие дети, тем более. Включаешь обогреватель, это же тоже воздух, как говорится, уже совсем другой. Как сегодня доложили в столичной мэрии, износ сетей теплоснабжения в городе доходит до 60%. Ежегодно нужно менять 4% труб, однако по факту получается только 3%. Стоимость мероприятий, которые позволяют ежегодно снижать уровень износа котельных и тепловых сетей, составляет 300 миллионов рублей в год дополнительно к существующим тарифным источникам финансирования.
Выделяемых в тарифе на тепловую энергию средств недостаточно не только для развития предприятий, но и для сдерживания роста уровня износа. Как отметил Ильсур Медшин, силами только муниципалитета справиться с проблемой износа будет сложно. Нужна помощь федерального центра, например, как программа по капремонту жилья. Проблема износа сетей коммунального городского хозяйства – это такая зудящая заноза любого мэра города. Поэтому я в данном случае выступаю как председатель Ассоциации городов Поволжья. И это крик мэров, хор крика мэров, что нужна федеральная программа. Пока же в Казани в этом году планируют реконструировать 11 километров тепловых сетей и 4 котельные. На это будет выделено 250 миллионов рублей. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мамадышские братья-фермеры Габидуллины сделали большой подарок родной деревне Нижняя Сунь. Они купили пожарную машину. Ее здесь никогда не было. Почему молодые предприниматели на старте своего бизнеса вложили деньги на благо села, узнаем далее. Машина в хорошем состоянии. Как говорят братья Габидуллины, на безопасности они не экономят, хотя денег на развитие своего бизнеса было впритык. В первую очередь решили позаботиться о селе. Нижняя Сунь находится далеко от райцентра, и в основном здесь живут пенсионеры. Об этом сразу подумали. Пожарная машина – нужная вещь. Ее помогли найти знакомые из Казани. В жизни же всякое может быть. В декабре на выезде еще был. Там насосы все работают. Ну, так и так, дальше так держать надо. В последний раз деревня горела в 2019 году. Потушить удалось только общими усилиями жителей. Поэтому такому подарку здесь все рады. Эта машина благо для всех ближайших деревень, не только для нас. Большое спасибо. Нужную вещь приобрели. Сельское поселение готово помочь построить гараж. Также планируют создать добровольную дружину. Благо в райцентре есть пожарная часть. Хотят пригласить специалистов и провести учения для водителей. Большое спасибо. Пожарную машину в идеальном состоянии. Сейчас вот планируем эту машину докомплектовать и чуть-чуть местных жителей наших научить этому. С такой спасательной командой, как говорят братья-фермеры, можно смело вкладываться в развитие своей фермы. Сейчас у них 20 лошадей, 70 коров, трудоустроили 4 сельчан. В планах новые рабочие места. Радик Фархулин, Дмитрий Арин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Мамадышский район. В эти выходные тюркские народы отметили Наурус, столице Мариэл. Праздник прошел масштабно. Центром празднования стал дворец татарской культуры. Пока он взял на себя функции Дома дружбы народов, который сейчас строится в Йошкар-Оле. Именно под его крышей собрались представители тюркских и финно-угорских народов. В программе грачиная каша, костер и традиционные для праздника ленты на березе. Знаменитая набережная Брюгге. Йошкар-Ола, республика Мариэл. Здесь живет больше 35 тысяч татар. Это 6% населения и 3-я по численности нация в республике. И у них есть свой центр татарской культуры. Причем он открыт для всех желающих. Вот и Наурус тюркские народы Мариэл отмечают именно здесь. Желаем всем своим родителям, чтобы они были здоровы, чтобы у нас мир был чистым, с хорошими пожеланиями. Грачиная каша в этот день стала главным блюдом на праздничном столе. На Майдане русские, татары, марийцы, азербайджанцы, туркмены, таджики, армяне. И у каждого свои угощения. Национальная еда, дограма, на основе супа делается. А что это? Из чего состоит? Из говядины, мясо, в основном говядина, баранина. Получается очень вкусно, да. Есть именно какой-то секрет именно вот вашего плова? Секрет побольше мяса, да? Секрет побольше мяса и вложить всю душу. Отмечают Наурус в Йошкар-Оле в центре татарской культуры не случайно. Местный дом дружбы народов только строится, и пока народы Мариэл предпочитают собираться именно здесь. Я сюда прихожу с удовольствием, не именно когда праздник, бываю, неделю один раз, это точно. Наурус – тюркский праздник, он свой и для наших финно-угорских соседей. Мы очень рады, когда какая-то общественная организация собирает нас, приглашает нас. Сегодня повод особый. Сегодня тюркские народы отмечают день весны, наступление весны. И для всех гостей в Наурус угощение, игры и концерт от танцевальных и вокальных коллективов Татарского центра культуры. Пока нет такого Дома дружбы в Йошкар-Оле, но он строится, будет
А мы на себя взяли как бы вот такую ношу соединить всех тюркских народов. В центре Майдана большой костер дружбы. Как раз к кульминации праздника поспевает и каша дружбы. Как зернышко к зернышку, душа в душу живут народы соседней Мариэл. Салават Ухмадулин, Вадим Илларионов, ТНВ, Йошкар-Ола. Традиционные семейные ценности, проблемы языка в межнациональной семье, отношения отцов и детей. Телерадиокомпания «Новый век» готовится к съемкам сериала «Бербер Хадж», что в переводе означает «было дело». Сегодня проходил кастинг, отбирают актеров для главных ролей. Имена кандидатов на роли организаторы держат в секрете. Известно только, что главных героев могут сыграть артисты республиканских театров, профессиональных училищ и вузов, а их ищут даже среди обычных людей. Съемки теленовеллы планируются летом. Она будет на 2 государственных языках республики. Прежде чем начать писать сценарий, мы на главных героев составили некий портрет. У нас уже было представление, какие у них характеры, и очень важно было, чтобы эти характеры между собой как взаимодействовали, так и конфликтовали. Это, наверное, основной закон кино. Мы не объявляли, так что давайте на всю Республику Татарстан, давайте приходите, все, кто хочет, да, потому что это заняло бы огромное количество времени. Я думаю, что это не 1 месяц, потому что 6 основных персонажей, которые постоянно в кадре, мы уже примерно знаем, что мы хотим, поэтому мы уже приглашаем тех актеров, которые могли бы, может быть, попробовать. Мы решили таким образом поддержать, во-первых, традиционные семейные ценности. И в итоге, поскольку это межнациональная семья, мы должны приучить наших зрителей к тому, что татарский язык очень важен в любых аспектах нашей жизни. Все, о чем успели рассказать. Больше новостей в наших аккаунтах в социальных сетях. Оставайтесь с нами. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Яркое весеннее солнце, расправив свои лучи, показалось из-за облаков. Правда, ненадолго. Подробности уже сейчас. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево вновь набегут облака. Местами не исключен небольшой снег, но будет довольно тепло, днем до +2. Местами возможен снег также в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Станет теплее, +2-3 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши без существенных осадков, облачно и +3. В Арске, Кукмаре и Бутаси ожидается небольшой снег, температура станет выше, +1. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без существенных осадков. На термометрах плюсовые значения, 2-3 градуса выше 0. Станет теплее в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Местами будет идти снег. Банкетный зал Тан-Тана – это уникальное пространство для проведения ваших мероприятий. Никахи, юбилеи и бизнес-встречи пройдут в атмосфере красоты и уюта. Блюда в лучших традициях татарской кухни не оставят равнодушными вас и ваших гостей. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. В Казани облачно. Местами будет идти снег. Ночью около 0, днем +1-3 градуса. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.